Анастасия Дмитриевна Вяльцева, одна из первых звезд русской эстрады. Вяльцеву буквально на руках носили в Петербурге, обожали в Москве и славили в провинции. Она была певицей с волнующим тембром голоса. Красивая женщина с очаровательной улыбкой. Она всегда выступала в белом шелковом платье, отделанном розовым тюлем. На плече ветка белой гортензии, а лиф платья весь был усыпан бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугами. Друзья, если сердце терзает сомнение, вас развеют и гитара моя. В ней тоски и разлуки забвения. Вначале выступают приглашенные артисты. Ну, певцы могли петь популярные арии из оперы, оперет, русские песни, цыганские романсы. В начале 20 века в моду вошли неаполитанские песни. Ну, скрипач-виртуоз там играет свои шлягеры. И только в самом конце первого отделения появлялась на сцене Вяльцева. Ветерок нежно травку колышет, вся природа истома и полна, все вокруг неги сладостно дышит, жарким зноем горят небеса. Мы вдвоем с ним на травке сидели, нас укромно скрывали кусты, над нами все ласточки пели, веселенье пьяняли цветы. Пой, ласточка, пой. Какое занятие исполнять цыганские романсы. Скажи, зачем меня ты встретил, зачем меня ты полюбил, зачем улыбкой мне твой взор ответил и сердцу радость подарил. Тебя отнимут у меня, я не твоя, я не твоя, тебя отнимут у меня, ты ведь не мой, я не твоя. Вам сегодня, наверное, трудно понять, что такое была Вяльцева, почему она имела такой фантастический успех, что делало ее несравненной. Я думаю, что об этом знали только ее современники.
любви.